Мои дорогие Машдолчи, здравствуйте, мои дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Я иногда, наверное, в роликах могу приветствовать, могу не приветствовать, потому что так у нас идет, когда могу, подключаюсь, кое-что снимаю. Так, у Танзилы сегодня другой свой заказ, жаркое с доставкой. Я спичек не купила. А так ее нужно отодвинуть и вилку вдеть в эту розетку. Может, отодвинем, как ты думаешь? Отодвинуть. Вообще-то мясо нужно сначала пожарить, но тут мясо сварено, потому что это пожилой мужчина, ему надо, чтобы оно было очень мягкое. Поэтому Танзила немножко его поварила, а так просто в собственном соку жарится, тушится. Так. Крупная морковь и крупный лук. Огонь не слабый огонь у тебя? Можно сказать, это жаркое как-то что-то я переделала, ну, мое. Неправильное жаркое. Ну, мое что-то. Да, жаркое неправильное. Ну, каждая хозяйка делает его по-своему. Любое блюдо, любое. Там, если только не в ресторане, не заявленное. Так, ты заслоняешь. Сейчас. Вот так вот. Давай я тебе на больший огонь его сделаю. Слишком медленно. А картошку вообще отдельно жарю я, как по-деревенски. А, ты не туда картошку Нет, кладешь, да? отдельно. Ну, покажем, как я пожарю. И болгарку туда еще тоже помидор, вот такой вот, да? чеснок. Ну, очень вкусно получается. Ну все, подключимся, когда немножко прожарится все. Вот так вот жарится. Ну вот. Так. Ну, вы объем больше можете, я же на 2 порции делаю. А может, и болгарку еще бы пополам сделала? Нет. Нет? Она сейчас это... Все-таки она огромная. Такая должна быть. О, и картошку сейчас, смотри. Все, картошку. Но это не мясо сварила, а картошку обжариваешь. Да не сварила я его, просто дедушка старый, потушите мясо, не надо говорить обязательно. Потушили мясо в собственном соку, все. Нет, я имею в виду, это ему не вредно, я говорю. Я мясо сделала, потому что, чтобы он прожил, как-то сказать бы. Ну, я поняла-то, я-то так-то поняла. Картошка-то мягкая будет. Это-то я поняла. Я имею в виду жареное, ему можно? Можно. Можно, ну все. А, вчера же мы котлеты ему отправляли. Вот суп тоже зажарку, он не хочет жареную, а котлеты жареные кушает. Он какой-то своими этими. Интересно, твой YouTube не смотрит? Надеюсь, твой YouTube не смотрит? Не знаю. Я сегодня подписчицу встретила на рынке. Все говорят, даже когда я вот была еще не похудела, когда встречают меня, говорят, ой, какая ты стройная, всегда говорят. Наверное, мне это килограммы. Дедушка сам живет со своей женой. Вот, прикидывает. В Москве живет. А я, по-моему, говорила. Да, а свекровь всю жизнь работает. И представьте, она говорит, что ей 72 года. Свекрови 72? Да. И она говорит, молодо выглядит. Ну, молодец, значит, ухаживает за собой. И работает. Умница. Заучим, Умница. Что ты ищешь? Скажи мне, чтобы ты не искала везде. Полотенец нет, салфетки возьми. Вот. А чтобы возиться на кухне, готовить, это она не любит. Ну, любит, не любит. Она когда дома-то она готовит, просто сейчас в больнице. Заказывает у меня. И когда дома, что ли? Иногда, да. Ну, иногда я такие ладно. замороченные, что-то она не делает. Понятно. Так, А все. так невестка хорошая, сама в Москве переживает. Что за это время она обжарится, картошка? Мы ее потом сюда кладем, еще тушим. Ну мы все. просто даем ей как бы по-деревенски. Простите меня, Я же пожалуйста. говорю, это моя идея. Вы меня просто простите. Так, твоя рука только видна. Сейчас пусть она прожарится больше. Ну все. Мне нравится. Вот такая получилась картошечка у Танзилы. Ну, дальше еще будем показывать. Все, включила. А, наверное, эту сковородку поглубже не надо было? Или хватит? А, хватит, больше нет картошки. На 2 человека. Даже там больше. Хватит. Это у нас большая сковорода или меньшая? Больше. Сковородки хорошие. Хорошие, мне нравятся, действительно, да. А то мне там много чего писали, что я не умею рекламировать. Нет, сковородки хорошие.
Прям понравилось. И вон чугунок хороший. Пока чистится хорошо. Вот самое плохое, что вот я вот в этих разных сковородках, что они не вычищаются. Что жир прилипает, и они потом их не вычистить. Сверху Тереть же можно нельзя. помидор. Что ты там сделал? Ой, какой ты рисунок красивый нарисовала, Помидор. Аишка. Молодец, Чеснок. молодец. Ты честно говорю, ты человечка нарисовала. Ты у меня умничка. Соль на картошку немножко. Там адыгейская есть соль, если Нет, это хочешь. просто не идет. Я уже проверяла. Чеснок. Ой, черный перец. И паприку. И все. И тушим. Без воды? Без воды. Просто помидор сок Без даст, воды. да? Да, помидор сок даст. Все. Перемешиваем. Все. На слабом огне. Да, на слабо. Так, он у нас вроде бы такой небольшой. Может, еще надо убавить? Как ты думаешь? Или так Не, оставить? нормально. Перемешивай прям сейчас. Все. Так, у Танзилы тут идет процесс. И печеночные блины печет. И шашлык сейчас запекает. И все, у нее уже готов. Как он? Жаркое по-деревенски. Жаркое по-деревенски. Где тут у тебя ложечка? И Каспер тут ходит. Внутри вид красивый. Да, и запах Запах. красивый. А? И запах вкусный. Ой, я сломала картошку. Лучше не теребить, да? Да. Короче, вот так вот. Вот такие вкусняшки у Танзилы. Ну, это вчерашний шашлык. Это другой заказ. Ну, не вчерашний шашлык, вчерашний вы уже съели практически. Ну да, я имею в виду. Рецепт Ну, такой точно же. так же, да, как и это, Танзила сделала шашлык. Это все на заказ сейчас, это совсем другой заказ. Сейчас. Аишка, ты... Ой, умница! Ой, Аишка все выпила, Танзила. Ой, я не буду покупать девочку. Ты мой золотая. Человек золотой. Да, девай по тебе. Все, в магазин. Ой, пойдем. молодец. Она весь бульончик выпила. Вы представляете, друзья, вчера приехала Мадина в таком плохом состоянии. Выпила просто домашний бульон. У нее буквально через 5 минут температура спала. Так, теперь у Танзилы еще вот так вот голубцы готовятся. Без томата? Без томата. Сметану? Да. Сметану добавить надо? Нет, вообще ничего. просто Вообще зажарь, ничего? да. Все. Ну вот, друзья, заказ у Танзилы готов. Это 2 печеночных тортика вот таких вот. Жаркое, куриный шашлычок и голубцы. Вареньки. Вот. Сейчас. И вареники просто в замороженном виде уже. У меня микрофон. Может, ты принесешь что-нибудь? То я сейчас уроню все. Так, это же 2 человек заказ? Да. Жаркое и голубцы одного. И дедушка, который 10 дней после обеда. Да. 2 печеночных тортика, вареники и вот такой вот куриный шашлычок. Второй заказик. Вот так вот, друзья, заказывайте. Очень вкусно. Так, теперь что ты будешь делать? Мухаммед! Чего не? Иди, мамы, человек. Мясо по-французски. Так, мясо по-французски, да? Ну давай, это все заготовочки у нас идут. Тебе еще лук. Ну, ты лук сбей, потом я подключусь. Вот что у тебя? Килограмм фарша? Ты решила из килограмма? Нет, я решила. Ну, я просто фарш делаю, потому что перец надо еще сделать. Я же просто в рис добавлю, что осталось. Ну давай. Ну, на килограмм напишу. Пол чайной ложки. Чайная ложка соли. И все, больше нет ничего лишнего. Больше ничего не добавляешь, да? Одно яйцо. Угу. Лук, чтобы сверху не класть, а больше фарш добавляю. Вообще не будешь класть лук? Между прочим, микрофон у меня, говоришь ты, а? На, помой эту. Яйцо я добавила. Ты уже добавила? Я могу здесь вверх. Так. Сун хас мала нахче. Нахче это. Дети захотели сыра. Машаллах.
Они начали кушать, а то совсем не ели. Сегодня много всего понемножечку. Вот, значит, вот что значит к бабушке приехали малыши. Я их не показываю, потому что они очень уставшие, с больными глазами. А Мухаммед, он сейчас варенье перевернет варенье. Куда? Аишка, Аишка, принеси баночку варенья, пожалуйста. А? А, закрытая баночка. Все, я думала, она открытая. Где наши белые? Нету. Кольца. Какого кольца? Круглые. А, с обеда формочку начала, ты да. имеешь в виду? А я думала, мы с тобой в мегамаркет поедем, вот эти мелочки. А почему она, имя у нее, почему другое? Не сохраняется, потому что таких имен много. Нет, сын имя сохраните. Мария Гудар Мессия, оно не сохраняется. У нее что такое? Хауа, ну да, я хкайка, Мария Гудар Мессия. Не удалось сохранить изменения. Даченька, клубничное варенье от хакайка. Ну, правильно. Вот как сохранилось. Аманат. Надо же аманат. Что, и номера бывают аманатыши? Нет, ну, Аманат, я аманат, ёх. аманатла. Это не имя, аманат. Я знаю, знаю. Все-таки надо было, наверное, пленку положить. А, Айша. Вкусно? Ешь. Нарвались на мой сыр творожный. Намазали на хлеб, еще клубничным вареньем сверху. Ну, конечно, торт готов. Вкусно? Кушай, лишь бы ты кушала, да. И пельмешки поели, и курочку поели, и бульончик поели. Машала. Ну, конечно, понемножечку, но уже поели. А то Мадина говорит, уже третий день ничего не едят. Надо было к бабушке сразу приехать, да, еще, чтобы выздороветь? А? Да, правильно. А то Тетя си- к тете. а то- ну да, и к тете. Аиша тетина, она не признает тебя, когда я здесь. Не признаешь меня? Признает. Она говорит, обеих любит. Ты сверху лук уже не кладешь, Мгм. да? Так, у нас сегодня маринованные грибы, а в идеале вкуснее бывает жареные с луком. Так же? Ну, тоже разницы нет. Они также бывают. Не, все равно вкуснее, наверное, жареные с лучком. Главное купить их не в уксусе грибы и все. Желательно не в уксусе. Сегодня в магните красивые грибы были. Слушай, в магните вешенки были. Ты готовила когда-нибудь вешенки? Я не готовила. Надо попробовать. Ела. Вкусно? В следующий раз ты приедешь? Ты И мне... отравилась. Серьезно? Вешенками? Почему? Ну, с лесу собрали. А, не, тут-то в магазине эти были. Я еще когда-то в Питере была. В Выборге. Там девочки собрали. Значит, так собирали. Так, надо какой-то ролик сделать. Хоть из каких кусочков. А то снимаем. У тебя сейчас телефон. Ибрагим опять забрал мой телефон, поехал. Сегодня помогает своим однокурсникам сдавать экзамены, как он заявляет. И сыр свежий. Что ты кушаешь? Водичку? Мама, этот кот зашел. Слушай, а где у меня микрофон? А, ну ладно, он висит рядом. Так, и все же? С майонез. А, сеточку из майонеза, да? Ну и в заморозку они у нас идут, да? Эти 6 штук в одну коробочку помещаются? Я обычно, да, большую. Ну, когда они замороженные, же можно что хочешь делать. А, в смысле одну на одну, да? Да. Очень удобно, между прочим. Вкус не меняется. Да, вот на праздник сейчас они приготовят себе заранее. Только надо было Наталья, потоньше делать. Не, нормально. Когда замораживается она. Нет, я имею в виду майонез, сеточку тоньше. Слишком
Наверное, уголочек сильно отрезала. Все, Все, это пошло в заморозку. теперь будем перцы. Так, теперь Танзила делает фаршированные перчики. Аишка, убери музыку, убери мультик свой. Аиша, убери музыку. Вот так вот. Так, подожди, Танзила, если я сейчас пленку не накрою, у меня пельмешки заветрятся. Минуточку. Я уже манты налепила, теперь леплю пельмени, друзья. Так, ну, фарш обычный у нас. Как для тефтели, как для голубцов. Чуть-чуть недоваренный рис на зубок. Они будут запекаются в духовке, а так мы их отправим в заморозки. Хотим заморозку такую сделать. Перцы Так, лучше. приготовь вот два, не надо все. Вот приготовь до конца эти два, чтобы показать. Фарш лучше, болгарский импортный брать лучше. А сейчас только импортные возьмешь. Ну, покажи. Тонкий возьмешь, не то бывает. Сейчас других и нет. Ну, Все вот. подорожало. Наверное, к Новому году все вот на рынке сегодня было Всё намного свежее. дороже. И снова майонез, да? Ну, а если не в заморозку, то, в принципе, сыр, наверное, чуть-чуть попозже можно даже запечь, и потом за 5 минут до приготовления насыпать сыром и еще дальше поставить в духовку. Всё. Вот так вот. Остальные мы сделаем вот так тоже. Так, теперь очередь дошла у Танзилы до голубцов. Вот сразу же замораживать будем в контейнере. Цветочек. С цветочком. Вот так вот. Уже я убрала. Почерышки. Мгм. Капусту я сегодня даже по 18 рублей нашла. Капуста хорошая. А хорошая, да. А? Ну, не старая. Как раз для голубцов. Не то, что они старые, не жесткая для голубцов. По 25 была, я нашла и по 18. Десять штук сделаешь и хватит. Угу. Танзилин цветочек. Это не я делала. Где это цветик подарила? А потом я покажу. Я уже не помню. Есть. Во, А почему вот так вот у меня снимает хожу? не знаю. А, совсем плохо. А нормальный? А, вот хорошо снимает. Так, ну, наверное, переснять придется. Короче, потому что снимала очень плохо. Не знаю, что случилось с Танзилиным телефоном. Так, короче говоря, сейчас Танзила приступила к лепке голубцов. Вот это тот же это. Ну, для того же человека мы делаем. Сколько там? Вот штук 10 сделай. И Танзила мне вот купила вот такой вот. Так, и вот Танзила мне вот такую вот точилку привезла, купила. Вот пускай будет. Коробка видна? Сейчас. Ага, вот такой вот. Себе купила и мне такую. И вон мы вырезали вот такой вот. Ну-ка, покажи цветочек. Вынь оттуда, чтобы я не двигала камеры. Так, вот такой вот цветочек. Можно вырезать хоть из чего, хоть из свеклы, хоть из этого редьки белой. Можно красками их разукрашивать, концы такие вот. Ну, для украшения. Короче, она и себе заказала, и мне купила. Сколько она стоит, Танзила? А? 1600? 800. 1800? Блин, как дорогая она. Ну, потом как-нибудь покажем, как она это самое, как она делает. Как она цветочек делает. Ну, все, друзья, дальше по ходу. Рулет у тебя еще много чего у тебя, да? Устала Танзила, конечно. Свои заказы делала еще.